Если актер талантлив, то он способен по-настоящему профессионально сыграть как древнего старика, так и школьника. Но в 16 лет талант с профессионализмом совмещаются крайне редко, а потому неудивительно, что играть подростков чаще всего приходится умудренным опытом профессионалам. Сегодня в поле нашего внимания зарубежные фильмы, в которых актеры старше своих персонажей. Первая в нашем списке – Шерлин Фенн, которая в 25 лет успешно сыграла старшеклассницу Одри Хорн в сериале Twin Peaks. Благодаря своей героине, смеси воплощенной сексуальности и невинности, Шерлин Фенн стала настоящим секс-символом. Очень натурально и органично вжилась в образ 16-летней героини в сериале «Игра престолов» 25-летняя Эмилия Кларк. За исполнение роли Дейенерис в 2013 году Эмилия была номинирована на премию Эмми как лучшая актриса второго плана. Ее экранный образ на тот момент был настолько популярен, что многие родители давали новорожденным девочкам имя Кхалиси, хотя по фильму это не имя, а титул, который получила Дейенерис, став женой Кхала, короля дотракийцев. В таком же возрасте побывала девочкой-старшеклассницей и Элисон Ханниган в любимом многими фильме «Американский пирог». И хотя Элисон к тому моменту успела прославиться в фильме «Баффи. Истребительница вампиров», однако роль Мишель в «Американском пироге» стала ярким фактом ее актерской биографии. На протяжении нескольких лет упорной работы в кино Диана Амфт оставалась незамеченной зрителями. Эпизодические роли в фильмах не приносили ей известности. Но в 26 лет она получила роль школьницы в немецком фильме «Девочки сверху» и сразу заполучила море поклонников. Актрисе Рэйчел МакАдамс принесла известность картина «Дрянные девчонки». Возрастная дистанция актрисы и ее героини не просто была незаметна, но и имела ошеломительный успех. За роль старшеклассницы 26-летняя Рэйчел получила премию MTV в номинации «Женский прорыв года». А вот 26-летняя Сиси Спейсик была утверждена на роль 17-летней выпускницы в драматическом триллере «Керри» благодаря хлопотам мужа, художника-постановщика фильма Джека Фиска. Именно он уговорил режиссера позволить ей прийти на пробы, и Сиси получила главную роль. Ее работой остались довольны и режиссер, и зрители, и супруг. А благодаря своей моложавости 17-летнюю Бэйби в фильме «Грязные танцы» Дженнифер Грей сыграла в 27. И вместе с партнером по фильму Патриком Суэйзи попала в топ пар, сыгравших влюбленных и ненавидящих друг друга на съемочной площадке. Да, отношения у них не заладились, но дело они довели до конца. Актерская карьера Мэй Уитман началась довольно рано, с 6 лет. Сейчас за ее плечами уже более 100 проектов. А примечательно то, что в свои 27 лет актриса сыграла старшеклассницу в фильме «Простушка». Возможно, вся магия заключена не столько в ее внешности, как в ее голосе, ведь Мэй, как и ее мама, актриса озвучивания, и именно ее голосом говорит мультяшная фея Динь-Динь. А хорошенькая 28-летняя актриса Стейси Дэш получила роль 16-летней Дион Давенпорт, подруги главной героини в американской комедии «Бестолковые», снятой по мотивам романа Джейн Остин «Эмма». Гримерам не пришлось много мудрить над внешностью, ведь Стейси всегда следила за собой. Внешность Элизабет Арнуа тоже позволяет ей играть молоденьких девочек. Так в фильме «Кит» Элизабет сыграла 17-летнюю школьницу Натали. На тот момент актрисе было 29 лет. Ее партнером по фильму стал певец и актер Джесси Маккартни, который на 8 лет младше актрисы. Тем не менее, в кадре они смотрелись очень органично. А вот Джесси Маккартни, 29 лет, вряд ли предложили бы роль школьника. 29-летняя Каризма Карпентер успешно побывала в роли школьницы в мистическом сериале «Баффи. Истребительница вампиров». И все из-за того, что опоздала на основной кастинг и вынуждена была пробоваться не на главную роль, а на роль школьной снобки Корделии Чейз. Но все к лучшему, ведь роль, оказалось, была написана именно для нее. Эмили Кинни попробовала себя в образе 15-летней Бет Грин в сериале «Ходячие мертвецы». Со 2 по 5 сезон ее героиня была задействована в сюжете киноленты. Когда же по сценарию она погибла, то все еще была подростком, а Кинни к тому моменту исполнилось 29. 30-летняя Рошель Редфилд долгое время исполняла роль взбалмошной студентки во французском молодежном сериале 90-х «Элен и ребята».
Утомленная эпатажностью своей героини, Рошель покинула сериал, чтобы добыть более серьезные роли, но вскоре вернулась. Никто не заметил десятилетнюю разницу в возрасте актрисы Натали Дормер и ее героини Маргарет Тиррелл в сериале «Игра престолов», потому что и в 30 она выглядит свежо и молодо. После этой роли Натали стала популярной и востребованной актрисой. А вот певица Оливия Ньютон-Джон сомневалась, что в 30 лет можно играть школьниц, но после удачных совместных проб с экранным партнером Джоном Траволтой подписала контракт и справилась с главной ролью в школьном киномюзикле «Бриолин». В том же мюзикле Джейми Доннелли в возрасте 31 года исполнила роль школьницы Джен. Ну что, друзья, для первой части, думаю, информации достаточно. Если заинтриговал и хотите поскорее узнать, кто из актрис попал в топ-10 благодаря невероятной разнице в возрасте со своим экранным персонажем, напишите об этом в комментариях и отметьте лайком под видео. Искренне надеюсь на вашу отзывчивость и не прощаюсь. Увидимся во второй части. You keep it calm.